Здесь находится электрощитовая, которая общедомовая. Да? Минахмет Хисматуллин в сфере ЖКХ больше 20 лет. Председателем ТСЖ работает сразу в 13 казанских многоэтажках. Практически у всех жильцов в квартирах счетчики. О новом постановлении об оплате ОДН Минахмет Хисматуллин слышал. Уверен, на платежках его жильцов нововведение не отразится. Хотя, как и все общедомовые нужды они оплачивали по нормативу, этих денег всегда хватало, чтобы покрыть расходы. Говорит, все потому, что коммунальные потери были минимальными. Если хороший хозяин, если хороший управляющий, он всегда будет контролировать. И сантехникой, но управляющих компаний много домов. В каждом же, всех дома не проследишь вот так. У меня сантехник даже ночью приезжает. Когда начинается потоп, сразу датчики срабатывают, ему приходит сигнал, и сразу звонят, и в течение 5-7 минут охрана приходит, у меня даже знает, где закрывать краны. При этом в случае более частых коммунальных аварий потерь становится больше, и средств за ОДН уже не хватает. Есть и пятиэтажные, и девятиэтажные. Тут все зависит же от потребления индивидуально самими собственниками. Да? То есть кто-то корректно подает показания, кто-то обманывает, да? Управляющая компания, расчетные центры. Поэтому мы с своей стороны выявляем, производим обходы, находим некорректность, находим вмешательство приборов учета. В совокупности это дает такие, так скажем, такие искажения. По новому постановлению тем, кто до сих пор за ОДН платил по нормативу, в первом квартале следующего года сделают перерасчет согласно фактическому потреблению за весь год. Как говорит Ринат Ахмедзянов, нововведение существенно на цифрах в платежках не отразится. У нас 98% оснащено приборов учета индивидуальными по холодно-горячему снабжению, 99% по электроснабжению. То есть эти расходы только индивидуальные и на содержание дома. Поэтому плата, она как была, то есть в пределах этого останется. Плюсом даже будет перерасчитана в каких-то жилых домах в случае, если содержание имущества покажет отрицательное значение. В случае для тех домов, где уже было принято решение, плата распределялась по общедомовому прибору учета, никаких изменений не будет. То есть они будут также продолжать платить по общедомовому прибору учета. В случае, если одно из других решений, то, конечно, это будет как бы перерасчет в первом квартале. Он может быть как в сторону снижения, так и в сторону увеличения, в зависимости от потребленного коммунального ресурса. По новому постановлению общая сумма оплаты за ОДН будет делиться между всеми жильцами. Мы берем, допустим, общую площадь жилых помещений, сколько у нас составило, сколько у нас произошло потребление, которое у нас является общедомовыми нуждами, и пропорционально вашей площади составляется пропорция и высчитывается, сколько вы должны будете заплатить за общедомовые нужды, как по воде, так и по электроэнергии. Как выяснилось, в Татарстане уже есть дома, в которых по решению самих жильцов уже давно плата за ОДН взималась по факту. Для них в связи с новым постановлением перерасчет производить не будут. Юлия Гоголева, Владимир Гурьянов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.